в наше время, говорю, вот там, у меня есть друзья, допустим, Рус, да, у него с детства погоняла Кысик, его всех Кысик называют. Ну, у него походка такая немножко кривая, но он же на это не обижался, это все. У меня, допустим, пухлый была там, глыз была, может от слова глаз, не знаю почему глыз. Пухлый, да, я пухлый был. И как-то вот, пухлый, ау! Мы даже не обижались, мы как-то это. Ну, честно, если ты чувствуешь, что ты не херней занимаешься, да, делай до конца. А если тебе все говорят, да нет, ты что, блин, ну это реально, ну, не дееспособная идея, или там, тут вообще жизни нет в этой идее, пересмотри, посмотри на себя со стороны реально, вот, ну, дай себе время, почувствуй там, или отложи на время, займись другим. Даже я могу по себе сказать, что я, наверное, уже старомодный. Потому что сейчас мне дети мои рассказывают какие-то вещи, говорю, серьезно, что ли, я уже, то есть не понимаю некоторых вещей. Вот. Я хочу уловить, да, я могу быстро уловить, там, вникнуть в суть. Но даже мой 15-летний второй сын, он говорит, папа, ты что, сейчас это так не делать, сейчас это вот так, вот так, вот так. То есть уже другие ходы есть решение проблемы. Ассаламу алейкум, привет всем, я Кумар Лукманов, команда КВН Казахи, Астана КЗ, отец 5 сыновей, и сегодня я в гостях у замечательной ведущей Элана Ерлангызы. Мы готовы? Да. Погнали. Так, еще раз здравствуйте. Спасибо за то, что уделили нам время. Итак, вообще, как ваши дела? Расскажите, есть ли какие-то новые проекты, может быть, какие-то новые съемки, что-то интересное, чем порадуете нас в ближайшее время? Совсем недавно вот закончили полный метр кино, я сейчас снимаюсь в кино. 2,5 года назад мы снимали сериал про одного, так сказать, нехорошего человека, мошенника. Вот. И сейчас по этому же сценарию снимаем полный метр. Вот. Буквально недавно закончили съемки. Есть чем удивить, есть что рассказать. Надо обязательно вам сходить посмотреть. Эти фильмы будут в кинотеатре, да? В кинотеатре, да, будет. Прекрасно. Для меня самого это было в новинку, потому что в таких съемках я еще не участвовал. Там была и комедия, драма, экшен, то есть присутствует все. Поэтому, если время будет, 1,5 часика, обязательно сходите. Хорошо, спасибо огромное. Итак, вот вы сказали, что для вас съемки фильмов очень сильно в новинку, но ранее вы участвовали там на Comedy Club Production, да, насколько я знаю. Я имел в виду, что именно в этом жанре в новинку, именно экшен. Там были у нас боевые сцены, были немножко драмеди, вот, поэтому... комедии-то уже на протяжении 20 лет мы этим занимаемся, поэтому там все окей. Кстати говоря, о комедии, а вообще как вы пришли в эту сферу? Почему вы выбрали именно ее? Ну, начнем с того, что я сам местный, талдыкурганский, да, талдыпорижский. Вот, поэтому в нашей школе в 9 классе проходил, по-моему, как назывался он тогда? Не осенний бал, а типа мистер школа, что-то такое, что ли. Вот. И у меня была пантомима, хирург, я ее показывал. Вот. И она очень понравилась тогда зрителям. Потом еще одна пантомима появилась. Ну, тогда мы сценарии сами не писали, просто с телевизора, вот там у кого видеокассеты были с юмористами, просто немножко переделывали тогда, да, немножко воровали тогда. Как говорится, кто первый своровал, тот и автор. Это вот пословица тех времен у нас была. Вот. Ну, по школе мы тогда меняли. В 9 классе получилось шикарное выступление. После этого у нас еще было какое-то мероприятие, я там выстрелил. Тоже играл комиссара Катани. У него там была маленькая эпизодическая роль. Выйти с корочкой, просто сказать: всем стоять, это комиссар Катани. И мне просто тортом в лицо. Вот. И зал как выпал, и с тех пор
Вот это вот какая-то вот энергия хлынула в меня. С тех пор я почувствовал, что кажется, вот что-то вот мне это нравится. Потом университет, КВН, и вот 20 лет. То есть, ну, не было человека, который вдохновил вас на это, или все-таки был, вот, скажем так? Я думаю, мое окружение. Мое окружение. Я часто иногда апамдыкіне баратынбыз, Коктумага ауылға. Там, конечно, много чего я приобрел в плане юмора. Потом у меня есть замечательный сосед. Вот, я про него никогда не рассказывал, но если ты это будешь смотреть интервью, Арай. Сосед, досым. Вот, у него много чего я приобрел. Он просто комик по жизни. И вот, мы с ним ходили, прикалывались. Даулет, Бигжан, Арай, Коля Куанаш, вот, Валихан, Айдын. Вообще вся 40-летка, Кемараш Кучес, Еркин. Всем большое ассаламу алейкум. Вот. У пацанов очень много я приобрел. Вот. Общаясь по школе, приколы были. Потом поступил в колледж сельскохозяйственный, это в Чубаре, поселок Жастар сейчас называется. Вот. В народе именуется СХТ. Вот. Там, конечно, тоже молодежь отпадная, угарная, каждый приколы пихает. Вот. Маркум Агамас там меня со всеми познакомил, Куаныш Агам. И ну, там реально молодежь веселая. Там я тоже участвовал во всяких мероприятиях. Естественно, хочется передать привет своей тете Багдад Натиме. И Багдад Лукмановна, сізге үлкен рахмет, үлкен сәлем сізге. Вот. Благодаря этим людям, наверное, я и оказался в юморе. Вот. О чем не жалею до сегодняшнего дня, по сей день. Наоборот, мне нравится, что я могу людям дарить шикарное настроение. Я даже сегодня такую вещь придумал, что, может быть, мне как вот бақсы емшілер бар ғой, вот бывает же, бақсылар емшілер принимают, допустим, я тоже могу такой кабинет открыть, кому грустно, они приходят, и я рассказываю им смешные истории, анекдоты, и они выходят веселые, и тоже, допустим, они спрашивают, ну, сколько мы вам должны? Я говорю, ой, не знаю, сколько дадите, столько дадите. Вот. Это вот как у лекарей бывает. Да. Вот. Я думаю, может быть, юмором лечить вот так. Ну, психологу бывает. Ну, это интересная идея на самом деле. А вот у вас изначально, получается, все пошло с школьных мероприятий, каких-то выступлений. Как все дошло до того, что вы участвуете в таких крупных ТВ-шоу, как вот как я верил. Вот говорят, старших надо слушать, да, я с этим согласен. Но если у ребенка здесь есть мечта в голове и в сердце, если это все соединено, если ребенок знает, что он добьется, просто нужно ему помочь. Я, поступив в университет, посмотрев игру КВН «Махачкалинские бродяги», замечательная команда, это для меня была на тот момент лучшая команда, это вот дагестанцы. Вдохновили Хаджи Мурат Набиев в основном. Потом оттуда приехал Шабан Муслимов, их капитан. Он готовил нас, помогал нам. Вот. Увидев, я подумал, я же тоже так могу, почему бы нет? Давай попробуем как раз. Я пришел в местную команду, в университете как раз набиралась команда. Я пришел, на первом курсе мы стали сразу чемпионами через одну игру. Потом в факультет, там чемпионами стали, потом в университет. С ними чемпионами стали. И вот так по лесенке я добрался до сборной. Я стал чемпионом первого курса, чемпионом факультета, говорят, ума. На первом курсе команда КВН Ириски у нас была. Ириски, да. Мы придумали название, у меня была такая шапка. Помните, раньше это было так, вы помните или не помните? Подождите, вам сколько лет сейчас? Мне мало. Вот такой узелок, может сейчас они продаются? Вот такая шапка с узелком, она так висит, как кулек. Видела, но... В далеком прошлом, да? Да. Ну вот такие вот шапки были. Вот я в такой шапке ходил, да, было время. И только потому, что у меня была такая шапка синего цвета, я говорю, а может быть, давайте все такие шапки купим и назовемся Ириски. Ваха, прикольно, назвались. Фартануло, первое место. Потом нас заметили, взяли в сборную факультета в Горе от ума. Мы там 2 игры сыграли, стали чемпионами города по университету. Потом заметили, взяли в сборную университета. Там 2 года мы играли, стали 2-кратными чемпионами Казахстана. Потом взяли в сборную меня.
Вот. И со сборной уже на протяжении 20 лет мы играли в Москве, везде. Вот как раз где увидели, Сочи, Москва. Как Брагам сказал, ой, Кумар, сейчас капец, Москва, Сочи, Финляндия. Спасибо, не найти, да. Вообще очень удивительно, что именно, у нас в Казахстане сфера юмора, она не особо сильно развита. Вот на самом деле, можно сказать, не то чтобы родина, а такое развитое. Мы, если честно, мы не знали, куда мы прем. Мы просто хотели делать то, что любим. Вот. И у нас так как-то все так получалось, что вот мы шли вот маленькими шажочками и добрались до Маслякова. Вот. Просто, если, я говорю еще раз, если есть вера, алга вперед до конца. Так, вы являетесь КВНщиком, верно Да. же? И насколько я знаю, я раньше интересовалась всякими юмористическими шоу, в основном российскими. И насколько я знаю, КВНщики, они пишут свои шутки заранее. Да. Изменилось ли что-то сейчас? Скажем так, на уровне казахстанского КВН мы себе писали сами. Вот. Когда мы выезжали уже в Россию, мы покупали авторов, у нас были авторы, но это все было, скажем так, до 2000, наверное, года 2008. То есть с 99 по 2006 примерно вот год, 5, 6, 7 лет у нас были авторы, которые нам писали, потому что мы местный юмор российский особо не понимали, потому что мы находились здесь, приезжая туда, нам нужно было это все как-то быстро в юмор превратить, а чтобы это все было максимально быстро, нам нужны были местные авторы. Вот. А чтобы самим писать, нам просто нужно было там долго находиться. Смотреть, как это, просто хавать информацию, это все перемолоть и превратить в шутку, для этого нужно время. Вот. А у нас на все про все там 3 недели, до игры там за месяц, поэтому нам выгодно и приходилось покупать авторов. Но это все было до 2000, скажем так, 2008 года, потом уже мы научились сами писать юмор, уже созрели, так сказать. И количество авторов стало уменьшаться. У нас авторы были до последнего, но их стало меньше. Вот. Раньше мы просто пачками покупали, потому что у нас реально, нам они нужны были, необходимость была такая. Вот я еще, просматривая ваш Инстаграм, заметила, недавно вы участвовали на каком-то ТВ-шоу, и у вас в команде, я не знаю, к сожалению, всех, но я знаю Дмитрия Журавлева. Вы были с ним в одной команде. Да. Вот вообще удивительный парень Дмитрий Журавлев. Это шоу называется «Звезды» на НТВ. Вот, он на ТНТ был, по-моему, концерты были, потом на ТНТ, как он раньше назывался, проект? Концерты до этого. Честно, без понятия. В общем, Дмитрия Журавлева я знаю по КВНу. Приказ, типа 250 или 350, как-то команда называлась. Я его там увидел, и все. Для меня этот человек уже был, я с КВНом завязал, и все, я его больше не видел. И мы, когда в этом проекте вместе в одной команде оказались, я думаю, наверное, это вот с той команды парнишка такой, это все. Мне сказали, ты будешь играть с Дмитрием Журавлевым. Я говорю, хорошо, с кем я только не играл за эти 20 лет, поэтому давайте. И когда, приехав уже в Москву, когда мы уже репетировали, и когда он вышел на сцену, там зал его так встретил, реально, как Майкла Джексона не встречали. Он очень поднялся, насколько я знаю, последний день. Вот в плане, оказывается, у них там на Ютубе есть свои передачи, вот типа «Натальная карта», еще какие-то проекты. Импродвиж. Вот я раньше интересовалась этим, оттуда я его и знаю. А вот есть ли сейчас человек из сферы юмора, с которым вы бы очень хотели, не знаю, где-то выступить или, не знаю, заколлабиться, что-то в этом духе? Заколлабиться? Да. Да, есть. Как у него в странице называется, не помню. Который озвучки делает смешные. Озвучки? Да, на Криштиану Роналду, вот эти все. Я, к сожалению, не знаю его. Так. Тьфу, елки, братуха, я тебя помню, серьезно говорю. Просто вот она вот здесь стоит, вот сюда не может дойти. Хорошо. Надеюсь, вы вспомните, а пока Да, это просто у меня телефон уже, просто на его страницу глянуть, я сразу вспомнил. Итак, опять-таки про это ТВ-шоу недавнее на НТВ, верно? Вы были там участником. Какие ощущения вызвало это шоу? Оно отличается, эти ощущения отличаются от тех, которые были там на шоу, которые были ранее? Она отличается от КВН тем, что там соревновательный процесс отсутствует в шоу «Звезды». Так как там просто режиссер сам приходит и говорит, друзья,
нам в первую очередь нужна передача, нам нужна картинка. Поэтому мы будем делать вас всех хорошими. Там не будет такое, что этот лучше, там тот слабее, там все. Ну, это как бы любая передача так делается. Да. Вот, продюсерам и режиссерам самое главное — это картинка общая, чтобы вот эти 2 часа передачи смотрелись вообще шикарно. Для этого что нужно? Для этого нужно всем командам помочь. Они всем командам помогают. В этом плане вот шоу «Звезды», что мне понравилось, то, что они от и до, от А до Я, они вообще максимальную помощь оказывают командам. Вот, в КВН как, допустим, в КВН это студенческая заруба вообще. Это когда ты приезжаешь со своей студенческой командой, и ты знаешь, что проходные всего 2 места, тебе надо пройти по-любому дальше. Вот, зарегистрировался в лиге, допустим, в Москве, да, там, в Сочи, там, в состав 350 или там 600 команд. И когда приезжает в Сочи 600 команд, ты знаешь, что тебе нужно попасть в лучшие 20, чтобы попасть в высшую лигу. И там естественный отбор происходит, там гонка. А в шоу «Звезды» такой гонки нет. Там это такой как бы, ну, телевизионный проект, это телевизионный продукт, тоже как... То есть там нет азарта в этом шоу, верно? Такого Он соревновательного. уже больше такой, знаешь, он как бы уже больше превратился, наверное, в работу. Ну, не знаю, просто судя вот по тому, как вы говорите, 600 команд, это же В Сочи приезжает 600 команд. Сейчас, Сейчас, наверное, всех стран, которые... Там, ну, в последнее время были и из Великобритании команда приезжала, раньше Израиль приезжал. Ну, то есть вообще все желающих, кто хочет приехать, они могут просто там на сайте зарегистрироваться и приехать, жить в Сочи, показать себя. Ты привозишь 1,5 минуты или там, ну, 3 минуты, скажем так, юмора. Если, допустим, твой юмор годный, ты проходишь во 2-й тур. То есть из 600 команд во 2-й тур проходит, скажем так, 150. То есть, да, команды, которые не проходят, они все, они тусуются, отдыхают там 2 недели, у кого там деньги позволяют. У кого спонсора нет, они сразу говорят бай-бай и улетают, допустим. Так. А вот вообще еще о юморе. Вы пробовали себя в стендапе когда-нибудь? Я хочу себя попробовать. А вот ну, есть примерно представление, как вы это сделаете, как это организуете? Ну, я не хочу ни на кого ориентироваться, я хочу, вот, ну, просто для меня стендап — это, наверное, вот это вот вытащить что-то из себя, рассказать людям то, что я видел. Вообще, как я к этому отношусь. Потому что, когда я смотрю на наш стендап, если человек интересный, который повидал, да, вот, по миру покатался, повидал многое, мне его интересно слушать, потому что он действительно повидал. А если стоит молодой студент, первокурсник, который что-то там по телевизору увидел и про это рассказывает, мне это неинтересно. Вот. А с нашим, допустим, туром, который мы дали за эти 20 лет, туром по жизни, вот, мы многое чего увидели, многое, что здесь вот накопилось. Сейчас уже реально ночью спишь, уже просто из ушей вот так шутки лезут, уже не вмещается. Поэтому есть что рассказать. Это все хочу скомпоновать. И бирса в скором времени, да. Ну, я очень надеюсь, что это будет отличаться, потому что у всех стендаперов одна интонация, одна эмоция. Да, я согласен, да. Вот это вот, да. Монотонность, вот это, да. Я вот это видел, и что вы скажете? Вот это, ну, что-то там другое. Итак, посмотрим, бирса. Вы успешная личность, такая узнаваемая, юморист, шоумен. Вот как вы вообще дальше видите свою карьеру? Вы тоже в сфере юмора, но вот стендап и еще что дальше есть? Может, снова какие-то фильмы, проекты? В первую очередь я себя хочу посвятить воспитанию своих детей. Потому что на протяжении всех этих лет, которые мы там на КВН катались, я пропустил многое. Я не увидел там, да, первый шаг, первый звук, это все, я много не увидел. Там, тогда и как бы смартфонов не было, чтобы заснять это все и отправить там. Просто по рассказам там жены, по рассказам мамы там. И оно джерпето, оно, короче, сышта, оно там, вот это все видишь. Ну, снимали, да, вот на старые телефоны все, есть эти видео, но сейчас, допустим, моему младшему Мирасику 2 года, у меня 5 сыновей. 5 сыновей, да. И ни одной дочери. Ни одной дочери. 5 сыновей. Вот, старшему сейчас уже 19, Ого. Младшему 2. Это... Ануар, Амир, Тимур, Диас, Мирас.
Но, кстати говоря, я наоборот, когда я просматривала ваш Инстаграм, ну, я просто извиняюсь, я не полностью просматривала, честно, но я думала, то, что, ну, вы больше в карьере, нежели чем в семье. Нет, нет, нет. Ну, я был в карьере. В смысле, у нас просто такой график был, что раньше мы играли за Талдыкурганский университет, я играл в ЖГУ. Потом, допустим, приехав с игры, мне нужно было лететь в сборную. С ними, допустим, мы в Казани в первой лиге играли. Потом, приехав там, допустим, на факультете могла быть игра. Там. То есть у нас там в месяц могло быть там 3-4 игры. И мы дома практически не были вообще. Вот, домой приедешь там на 2-3 дня, опять уезжаешь. Потом гастроли начались у нас 2005-2006 уже с того времени. Вот, и я говорю, я пропустил многое. Вот ваша семья, когда вы и начинали, и вот вообще на протяжении всей вашей карьеры, они поддерживали вас как комика, поддерживали ваше увлечение? Если бы они меня поддерживали, я бы ничего не добился. То есть у вас определенно была поддержка и... Если бы меня поддерживали, если бы меня вот так по голове гладили, ты мой молодец, ты красавчик, наверное, я бы просто остался бы дома молодцом, красавчиком. А из-за того, что мой отец был против, он сказал, что это такое КВН? Сеня, юрист полост. Все, я говорю, я не буду юристом, какой я юрист? Я просто почувствовал, говорю, я же вот до этого говорил, если в сердце есть вера, вот, я хотел доказать своему отцу. Я думаю, много таких, как я, пацанов было, которые хотели доказать своим родителям. Вот, кто-то по пути, может, сломался. Вот. Я дошел, доказал. И самое главное, благословение отца услышал. Когда он сказал, да, действительно, да, все, извини, я был прав, вот ты был прав, удачи вам. И вот подходя к теме о детородительских отношениях, скажем так, вот я являюсь создателем проекта. Этот проект нацелен на борьбу с буллингом, ну, иными словами, травлей. И получается... Я понял, я вообще иногда думал, буллинг это может быть типа там много булатов, много бул, типа когда много булатов рядом, буллинг. Ну, мы вот проводим тренинги, вот как раз таки эти интервью тоже, и я вот подвожу медленно к этой теме. Мне вот интересно узнать, что вы вообще думаете об этой проблеме, потому что так или иначе это очень сильно связано с отношениями родителей и детей. Насчет буллинга, мне кажется, сейчас просто более трепетное отношение к детям, нежели раньше. Мы раньше просто даже родители не знали, где мы играемся. На стройке бегали, там с автоматами деревянными, палки взяли, там все. То есть у нас свои старшики были, у нас там младшие были. У нас как-то мы между собой отношения выстраивали на улице сами. У меня за мое детство было 1000 кличек. И там глаз, и пухлый, и клыс, там, и глаз. Я говорю, и там вообще, ну, у меня кличка Пухлый была, я раньше пухленький был. Вот я потом в рост ушел, да, похудел. Потом даже, может быть, и даже дистрофик называли там в плане, потому что я в 11 классе 54 килограмма был, меня вообще в военкомату близко не подпускали. Ты набрал килограммы? Ефрейтор Айгуля у нас такая была, вам большой привет, если вы увидите. Лукманов, набрал килограммы? Я говорю, нет. Все, иди гуляй. И все. Дистрофия. Вот. Сейчас дети, может быть, более ранимые стали. Я понимаю, что сейчас как-то ориентир уже больше на Европу, на американское воспитание у нас, да? Ну как, почему на американское? Нет, я просто почему говорю, мы съездили вот в Канаду на концерт, да, дали там концерты, и там Леонид, который нас пригласил, у него дочка занимается фигурным катанием. Он говорит, Кумар, знаешь, вот она то же самое делает, да, допустим, что и здесь она занималась, допустим, раньше до этого, но отношение другое. Здесь у нас как говорят, давай, делай, тебя, если не ты, мы тебя заменим, вот так вместо пугаем. кнута, ну как кнут и пряник. Кнут и пряник, да. А там говорят, ты моя хорошая, ты лучшая, у тебя супер получается. Ну, кстати говоря, американские фигуристы, они не самые сильные, мне кажется. Ну, может быть, они не хотят из нее там олимпийскую чемпионку делать, но то есть они довольны. То есть дочка с удовольствием занимается.
Вот. А просто, может быть, мы привыкли к этому, что вот нас надо вот обязательно кнутом гонять. Ну, мне кажется, в спорте только так. Я просто сама бывшая спортсменка. Чем занимались? Я занималась регби 2 года. У меня Как и мама. Да, как и мама. Вот. А потом вот ушла в танцы. Я знаю и маму, и отца Иланы, поэтому у тебя спортивная семья. Да. Вот. Ну, ты же сама согласна, что в спорте надо реально вот где-то. Да, даже не где-то. Мне кажется, что нужно в спорте гонять, потому что, ну... А с ребенком как быть? Ну, смотря с каким еще, видите. Вот у меня, допустим, есть друзья, которым звонят и говорят, тренеры звонят. Здравствуйте, вы не могли бы поговорить с вашим сыночком? Он не хочет отжиматься, он не хочет на шпагат садиться. Ну, Сыночек, ну что, ну отожмись 10 раз балам, ну это же карате. Ну как так можно? Тут изначально, мне кажется, тренеру нужно себя как-то так показать, да. чтобы его считали авторитетом. Тут вот реально подход, тут тренеру надо понять вообще, для чего он их готовит. Он просто деньги зарабатывает или он из них хочет чемпионов делать. Вот. Но я уже говорю, не раз такое слышал, когда вот моим друзьям звонят тренеры и говорят, поговорите с сыном, он меня не слушается. Вот у меня была такая история, я начала заниматься танцами года 3 назад, и вот мы с нашим хореографом, до того, как меня сделали лидером команды, она... Ну-ка, расскажи. До того, как меня сделали лидером команды, многие девочки в нашей команде, они так, ну, типа, у нас были такие дружеские вайбы с хореографом. И в итоге они просто перестали ее воспринимать как хореограф, как тренер. Она стала другом. Да, она стала подружкой, и типа поэтому ее не воспринимали всерьез. Потом ей на шею не залезли, ее из клуба не выгнали? Не, она потом нас скинула с шеи. Ну и мы начали, я почувствовала эту строгость на себе. Да, прикинь, если вот они реально с ней сдружились, потом ей на шею залезли и вообще ее из клуба тренера выгнали. Ну, почти что так. Да, так нельзя. Нужно вот эту грань все равно соблюдать. Тренер есть тренер. Он для того он и тренер, чтобы тебя обучать, чтобы научить. Вот. Ну вот, вообще, если говорить о детях, дети сейчас действительно, ну, они очень сильно отличаются от того, что было раньше. Да. Потому от что и там, и там. Советского времени детей, да. Потому что, ну, не знаю, мне и мама, и папа рассказывали то, что там, допустим... Ужас и жесть, все это. Да. Конечно. А вот если сейчас послушать современных детей, ну, даже мой младший брат, к примеру, я вот так на него смотрю и думаю, боже мой, ты кто вообще? Я, допустим, братишка сколько? Ну, ему 10. 10. Я вот у сыновей спрашиваю, допустим, да, вот вообще в школе между собой отношения выясняете вообще? Там не шишнича, атаманцин, там какой там шишка, не шишка в классе. Атаман? А зачем? А зачем я должен драться с одноклассником? Я говорю, ну как бы мы выясняли у нас, вот, я всегда говорил, там, у нас школу держит такой-то, у нас там 9 класс держит такой-то, у вас, говорю, есть такое? Нет, такого, кстати говоря, сейчас нету, но они дерутся. Вот это они сейчас дерутся школа на школу, может быть, там район на район, может быть, технические какие-то есть. Двор за двор. Двор за двор, да. Ну это вот после фильма, да. Вот. А в классе не выяснять отношения сейчас? Не знаю, у меня, походу, младший брат отличается, они в классе только такое отношения выясняют. Да. Ну, он говорит, что какие-то школы есть такие до сих пор еще, вот, как бы, а в нашей школе, говорит, такого нет. Ну, и как таковой я заметил, что между детьми сейчас такой уже, ангмижок уже, имеется в виду, вот этого, разговоры не ведутся, там, шхасмба, шхпайсмба. Да, сейчас такого нету. Мы поехали вот на ауылға барған кезде, когда в Коктуму поехали, он говорит, что они мне говорят, шхасмба, все, не пойму, говорит, на велике проезжают, шхасмба. Они что хотят, чтобы я куда-то вышел или что? Я хочу, чтобы ты с ними подрался, говорю, хотят. А зачем мне с ними драться? Ну, это, говорю, вот, видимо, остатки уже того от родителей передалось, видимо. Вот. Ну вот сейчас, учитывая то, как дети, ну, многие, можно, наверное, назвать их неженками, такие прям нежные, ранимые, эмоциональные, и все пытаются решить проблему разговором, но это очень часто не срабатывает. Я вот частенько гляжу статистики, там буллинга в школах, к примеру, сколько человек там стали жертвами, агрессорами, наблюдателями. И, ну, проценты неутешающие, честное слово.
И вот как вы думаете, есть ли... Это статистика по Казахстану или Талдыкургану? Ну, вообще статистика по Казахстану, потому что по Талдыкургану и вообще, ну, вообще в целом эту статистику очень тяжело вычесть, потому что администрации школ, они часто скрывают эти факты, чтобы Ну, им по башке не настучали. Конечно, да. Чтобы без увольнений было, да. Да. Без выговоров, да. Как вы думаете, есть ли какое-то решение этой проблемы? Вот Раньше- что можно сделать? Раньше, как-то, знаете, было еще немножко такое западло вот это все рассказывать, это все снимать на видео, то, что там пацанское слово что-то значило, если пацан сказал, если пацан сделал, или там. Сейчас просто даже на повышенных тонах общаются, но в руке телефон держат. Они Мгм. друг друга снимают, чтобы было Да. доказательство, вещественное доказательство. Вот. Я, если честно, понимаю, что может быть так легче, да, там что-то доказать завтра. Но я сторонник того общения, когда просто на словах выясняли, руки пожали, обнялись, разошлись. Мгм. Вот. И я сторонник того, что именно вот сейчас, допустим, тот сериал был, который «Слово пацана», да? Да. Я старшим своим сказал: посмотрите, вот это наше время, вот такие пацаны были. Но меня на Сказал, самом деле сделал. напугал этот сериал. Я... Сказал, сделал. Не будешь делать, вообще просто не говори. Не пустословь. Не пустословь, да. Как Итак, говорится, да, воздух не гоняй. м, Вот. А по Талдыкургану какая статистика по буллингу, скажите? по Талдыкургану я честно сказать не могу, но вот если говорить о моей школе, к примеру, в которой я учусь, наверное, это конфиденциальная информация, мне не стоит этого говорить. Не называйте цифры. Да. Но наш школьный ментор, который ведет списки вот этих всех случаев, он просто мне вот так открывает свой журнал и перелистывает раз страница, два страницы, три страницы. Буллинг что, по-вашему? Словесное так, оскорбление? Или когда клички я- называют? Или Ну, что-то? смотрите, я больше смотрю это как со стороны специалиста, Да. потому что я очень прошарена в этой теме, я когда-то сама через это прошла. Мгм. То есть это, он имеет разные виды. И в интернете, и словесно, и групповое, и физически. Вообще все вот это ну, Как с ним бороться, да? Нужно оскорбленного человека выручать, либо тот, кто унижает, с ним беседовать. но тут видите, какая проблема, потому они оба травмированные, считаете. И есть еще третья позиция, это наблюдатель, которому страшно, потому что, а вдруг я расскажу, и меня посчитают с крысой. И тут непонятно, видите, с кем работать, с кем нужно проводить беседы. Сейчас у молодежи, мне кажется, вообще в голове большой объем информации, слишком большой. Вот тут Да. из-за доступности в интернете у него просто каша в голове. Он Ну, сейчас со школы большинство. пришел, в ТикТоке повисел, потом ТикТок выключил у меня, допустим, я по своим детям знаю, да, то, что у них, у всех разная возрастная категория, и они все, допустим, в интернете сидят, все вот в телефонах. Один ТикТок смотрит, один в Инсте висит, один Ютуб смотрит, и у них в голове у всех каша. Вот раньше мы жили, у нас режим был все-таки. Если у ребенка в голове будет режим конкретный, да, вот он, допустим, там в 6:30 просыпается, и там в 10:30 засыпает, четко выполняет свою функцию, спорт, диета, допустим, там поел, на спорт сходил, позанимался, пришел по дому, помог, пообщался, уроки выучил, спать, то, мне кажется, в голове мусора меньше будет. Мгм. И вот эти все... Ну это типа чем меньше знаешь, тем крепче спишь. За что-то в этом Меньше знаешь, да, мусора меньше знаешь. Вот если, допустим, родители не теряли бы контроль, я не говорю, что там нужно там ТикТок убирать или там Инстаграм, потому что это мы с этим живем, от этого никуда не деться. Просто родителям нужно взять на контроль. Хорошо, полчаса посиди или там час в ТикТоке, потом делай то. Ты хочешь в спорте достичь высот? Занимайся им. То есть всем заниматься одновременно не получится. То есть у тебя в голове будет каша. И в плане буллинга я вот в наше время говорю, вот на там у меня есть друзья, допустим, Рус, да. У него с детства погоняла кысик. Его все кысик называют. Ну, у него походка такая немножко кривая. Но он же на это не обижался. Это все. У меня, допустим, пухлый была там. Глыз была, может, от слова глаз, не знаю почему глыз. Пухлый, да, я пухлый был. И как-то вот пухлый, ау! Мы даже не обижались, мы как-то это. Ну сейчас вообще
у многих подростков есть такие вот клички, вот это все, но клички, прозвища. Но в любом случае... Погоняло. Да, погоняло. Но в любом случае большинство из них очень такие обидчивые. Ну, наверное, это влияние родителей, верно? У нас просто сейчас вот так, если посмотреть, раньше воспитывали кнутом, мягко говоря. А сейчас родители максимально мягкие со своими детьми. Может быть, я еще такую вещь скажу. Я по школе, наверное, был, ну, как из-за того, что сначала был пухленький, потом пошел в рост, вы сами знаете, вот переходной возраст, когда начинаются вот это первые борода идти, первые прыщи. Я очень сильно был закомплексован. Прям сильно был закомплексован. Когда я уже в университете на первом курсе по КВНу нашел себя, я понял, что это мое, я могу вот таким, какой я есть, нравиться людям, я просто полюбил себя. Пусть меня как хотят называют, когда говорят же, ой, блин, что за какой-то худощавый, какой-то вообще дистрофик, оно. Я таким себя полюбил, я на КВН выходил худощавым дистрофиком. Просто, если вы посмотрите игры 99-98 года, там вообще просто вот такой длинный чувак худой, 1,78 м, 54 килограмма, эй, глазастый. У меня ассоциации, когда говорят длинный и худой, с Антоном Шестуном почему-то. Не, ну он тут немножко, вы сейчас Он говорите, тоже худой был, когда я смотрела первый. Там он, наверное, в раз 25 симпатичнее меня. Да, в молодости не думаю. Вот, поэтому я говорю, просто нужно себя полюбить. Да. Называют тебя там дистрофиком, полюби себя дистрофиком. Называют тебя там толстым, полюби себя толстым. Главное себя полюби. Когда ты себя полюбишь, у тебя все по-другому заиграет. Ты будешь преподносить себя таким, вот, каким просто, вот, ты просто начнешь сиять. Когда человек говорит, ты там такой, он все, загнобился человек, все, человек потерян для общества. Вот, естественно, что? Куда там у него в голове плохие мысли возникают. Там, не буду говорить про это. Просто видите, какая еще такая тяжелая вещь, скажем так. Сейчас у большинства детей, особенно подростков моего возраста, очень напряженные отношения с родителями. Ну, ясное дело, мы считаем себя правыми, они считают себя правыми. Почему это так происходит? Ну, у всех на самом деле разные причины. На моем опыте, конечно, было такое, что мы там ссорились с родителями, но сейчас-то все в порядке. Просто вот история. И у меня это было, я же говорю, я из дома уходил, с отцом ругался тоже. У нас потому что постоянно репетиции КВН, мы в 9 утра приходили в университет, закрывались в филармонии, зал филармонии у нас. В 9 приходили, у нас в 10 началась репетиция. До 9 вечера мы репетировали. Мы на месяц закрывались. Вот чтобы достичь того, чего мы достигли, да, с бродячими музыкантами. Талдыкурган, бродячие музыканты. Салам алейкум, пацаны, всем. Вот. То, чего мы достигли с этой командой, мы закрывались на месяц с 9 утра до 9 вечера. Вот там какие-то, если мероприятия в университете были, мы зал освобождали, проходило мероприятие, мы снова начинали репетировать. Постоянно программа менялась. Только благодаря этому, я говорю, мы достигли в КВН чемпионства, и уже тогда отец примерно начал по-другому смотреть на КВН. Когда уже пошли призы, допустим, за лучшего игрока, я не помню уже сколько, очень много раз выигрывал там приз лучшего игрока фестиваля, там приезжает 15-20 команд. Я привез золотой кулон, там фотоаппарат, телефонов, сколько отцу подарил. И папа, когда это все увидел, это что такое? Я говорю, ну вот твой сын лучший игрок. Я говорю, по Казахстану был выбор, я занял первое место, мы забрали гран-при. Когда он начал осознавать, что у него сын, оказывается, ого какой, да. Вот. И тогда у меня с родителями связь наладилась. До этого времени, я говорю, из дома я уходил, ругался. Не без этого, это все было. Просто надо, чтобы, честно, если ты чувствуешь, что ты не херней занимаешься, да, делай до конца. А если тебе все говорят, да нет, ты что, это реально, не дееспособная идея, или там, тут вообще жизни нет в этой идее,
пересмотри, посмотри на себя со стороны реально, вот, ну, дай себе время, почувствуй там, или отложи на время, займись другим. Сейчас же, мне кажется, как таковой, раньше у нас какие были? Все хотели быть таможней, все хотели быть юристами, в наше время я имею в виду. Да, и сейчас тоже. Да? Этих же юристов куда ни плюнь, вот серьезно. Юристов, да, сейчас много, но таможников сейчас как таковых нет, у нас еще сейчас нефтяников меньше стало, поэтому где учишься? Я на газовика, я там на нефтянке учусь. Ты что, я на таможне, там, все там иностранные языки, короче. Сейчас сфера IT. Да. Сейчас айтишников много стало. Онлайн-сфера. Да? Да, это вот прям очень распространено Вот, сейчас. поэтому сейчас, мне кажется, вот в плане вот программистов, в плане вообще, вот как родителям это объяснить? Вот Объяснить что именно? вот ты сидишь, допустим, ты работаешь за компом, а родитель твой думает, что ты просто за компом сидишь и играешь, правильно? Ты же не можешь сказать, что я работаю. И вот это недопонимание, возможно, сейчас происходит между детьми и родителями. Потому что даже я могу по себе сказать, что я, наверное, уже старомодный. Потому что сейчас мне дети мои рассказывают какие-то вещи, я говорю, серьезно, что ли, я уже? Ну, то есть непонимание некоторых вещей. Вот. Я хочу уловить, да, я могу быстро уловить, там, вникнуть в суть. Но даже мой 15-летний второй сын, он говорит, папа, вот ты что, сейчас это так не делай, сейчас это вот так, вот так, вот так. То есть уже другие ходы есть решения проблемы. Поэтому взаимопонимание родителей и детей, мне кажется, ну то есть недопонимание между родителями и детьми, оно было, будет, мне кажется, всегда было. Нужно просто находить пути решения. Ну, это верно. Понимания полного никогда не будет, особенно между родителями и детьми, вне зависимости от того, какое это было поколение, где мы выросли и так далее. В вашем случае, допустим, вот с родителями, когда были всякие вот такие мелкие, родители первым приходили сказать, все, дочь, извини. Или На моей памяти такого очень мало. очень мало. Да, в основном я то есть приходила, в основном извинялась. папа, мама, извините, я была не права, правильно? Да, они просто так умеют давить очень хорошо, то, Да. что Ну, нет ну, выбора. это как бы классика, там, Да. либо они там, не они, а либо мы, как родители, давим на материальную часть, допустим, там, Да. то есть это все, урезаем тебе то, это не купим, это не то, то, о чем ты мечтал, все, мы тебя не покупаем. То есть либо так, либо по-хорошему, просто, мне кажется, должны постоянно сидеть за круглым столом, это завтрак, обед, ужин, просто родители и дети должны разговаривать, общаться. Сейчас дети всю информацию узнают в интернете. Это тоже верно. Раньше они спрашивали у родителей. Раньше они спрашивали у Апашки и Аташи. Там, Ата, она не говорит, она Апа, там, папа, а вот так как? Сейчас же не общаются. Они Главное, чтобы мне ответили, посмотри в словаре. Да, ну, сейчас даже ребенок у меня что-то спросит, я ему затрудняюсь ответить, потому что я сам в этом не разбираюсь. То есть мне надо самому так загуглить, ага, все, я ему все верно сказал, да. Ну, то есть это... Ну, итак, немножечко подходя уже к концу. Мы на финишной прямой? Да. Вот вы говорили про то, что нужно найти себя в первую Да, очередь. в первую очередь. Но найти себя очень тяжело. Сейчас Да. многие родители требуют от детей. детей? Вот, допустим, мне 15, Да. я учусь в 10 классе, Да. от меня уже требуют, чтобы я сказала ей, куда я буду поступать, на какую специальность и все в этом духе. Но есть люди, которые и в 30, и в 40, и в 50 не могут себя найти. Вот дадите ли вы какой-то совет мне, зрителям, который поможет найти себя как-то, найти сферу, в которой нам будет комфортно и интересно? Вот есть, действительно, есть дети, которые идут по стопам своих родителей. Да? Допустим, если родители спортсмены, они хотят, чтобы их ребенок стал таким же спортсменом и достиг того, чего не достиг он сам. У меня была такая мысль, когда я 6 лет занимался спортом, тоже тайквондо. Я в спорте таких, ну, скажем так, ничего не достиг в спорте. Только для себя. Мне спорт больше помог в творчестве. Это вот шпагаты, растяжка, там все это вот на КВН, на сцене. А именно в спортивной части, вот именно там соревнования, нет, это не мое. Честное слово, я драться, вот эту кровь, избивать там людей, драться или там это, я этого избегал всегда.
Мне больше нравилось людям помогать, лечить в плане юмором. Там, допустим, я лечу души людей. Мне нравится юмором, так сказать, вытаскивать их, допустим, из... Кокона, с клетки. Или как? Ну, говорят талдовским языком, из загнобленного состояния. Ну, можно и так, да. Да. Нужно, мне кажется, просто пытаться не то, что на теории искать, а щупать. Сейчас все на практике. Надо все щупать. Поработай чуть-чуть, займись этим. Не понравится, смени сферу деятельности. Не понравится, меняй. Что-то нащупала, вот, все, вот. Ты как-то вот сидишь, допустим, там за столом сидишь, ты все же пробуешь. Тебе же не все нравится. Допустим, у тебя новый, допустим, будет китайский крутящийся стол здесь, вот этот, который там с китайскими, допустим. Ты хочешь все попробовать, салатик, так, это мне не понравилось, ты, вот это классно, все, я его буду кушать. Точно так же. Точно так же, только на практике, щупать, делать, все это вот. Нащупала свое, занимайся этим. Все, как только это тебе перестало приносить удовольствие, меняй. Еще что-нибудь другое найди. Главное, я это и себе говорю, потому что я вот 20 лет отдал КВНу, хотел до конца дойти, дошел, и после этого немножко сложно было уже перебазироваться на что-то другое. Ну, конечно, потому что время потеряно. Сейчас я тоже так думал, так, мне сейчас уже примерно уже за 40, у меня время потеряно, вот там я как буду там смотреться. И у меня внутри тоже была эта борьба. Вот, сейчас как-то вот я это пережил. Теперь я уже на финишной прямой, как вы сами сказали, в плане стендапа, вот, и выпуску сериалов и комедий полного метра. Вот, я хочу этим заниматься уже, вот, но для этого я изначально должен обучиться. Вот. Настрой есть. И прощупать все из них. Буду щупать, да. Будем щупать, будем искать, будем смешить, будем рожать. Рожать юмор, я имею в виду. Итак, мы подошли к концу. Так. Спасибо вам огромное за то, что вы уделили Вам понравилось? нам время. Конечно, понравилось. Это мое второе интервью, и, если честно, оно намного лучше первого. На первом Ну, было это как-то... не камень в огород первого интервью. Вот. Просто, видимо, тема у вас была другая. Давайте. Нет, тема была та же, но просто, я не знаю, как-то будто бы не то было. Да? Да, вот вообще что-то. Ну, Еще я раз. рад, что понравилось, да, еще раз большой привет родителям. Вот мы с Обязательно вашим передам. папой, да, большие. Братан, давай, рахмет, что позвонили. Всегда рад помочь. Давайте. Талдыкурганцы, иә? Можно отдельно вперед передам. Иә, Талдықорған қаласы тұрғандарына үлкен сәлем. Атым Құмар болады. Давайте, осы жақта мектеп бітіргенмін, осы жақта университетте осы жерде оқыдым. Мені жастар көп танымайды, мен Талдықорғандық екенмін. Бірақ мен негізі осы жақтықпын. Талдықорған forever. Итак, спасибо за просмотр нашего интервью. Оставайтесь с нами и наблюдайте наши обновления на нашем YouTube-канале. Де-факто FM. Спасибо, что выбрали нас.